В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Приветствуем. В Якутии дан старт масштабному проекту «Полет Стерха», объединившему усилия ученых, экологов и местных жителей для изучения и сохранения белого журавля, одного из самых редких птиц на Земле. О том, как ученые изучают стерхов, какие успехи уже достигнуты, какие международные связи налаживаются, мы сегодня поговорим. Сегодня у нас в студии Мария Владимирцева, орнитолог, кандидат биологических наук. Мария Всеволодовна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашем проекте «Полет Стерха» для начала. Вообще этот проект «Полет Стерха» был инициирован нашим правительством Республики Саха, а именно заместителем председателя правительства Балабкиной Ольгой Валерьевной. На базе наших многолетних исследований примерно с 2008 года мы начали свои исследования миграции стерха в среднем течении реки Алдан в селе Охотский Перевоз. Это такое очень интересное место, где происходит сужение миграционного пролета стерха, который гнездится у нас на северо-востоке Якутии. И России, и Якутии, в субарктических тундрах между реками Яна и Колыма, в общем, гнездится вся наша восточная популяция стерха. И все они мигрируют в Китай. Это 6 тысяч примерно километров. И после того, как вся эта популяция преодолевает горные хребты на северо-востоке Якутии, они выходят в долину реки Алдан. И вот так получилось, так сложилось, значит, таковы географические и другие обстоятельства, что именно в этом месте находится такое село, как Охотский Перевоз. Интереснейшее село с очень интересной историей. Здесь останавливались перед самым сложным участком пути те экспедиции, которые следовали из Якутска на побережье Охотского моря. Это были и купцы, и казаки, и даже экспедиции Беринга. И вот здесь была конная переправа, а затем на лошадях они, значит, двигались с этого места, оно также называлось Бельская переправа, на побережье Охотского моря. И вот именно здесь жители села этого имеют возможность каждую весну и каждую осень наблюдать большое количество стерхов. И, в общем, когда Ольга Валерьевна об этом узнала, она сказала: ну здесь же нужно сделать что-то такое, какой-то центр, чтобы со всего мира люди приезжали, и те, кто хотят увидеть стерхов живой. Ведь многие люди живут всю жизнь в Якутии и так и не видят стерха. Ведь для того, чтобы увидеть стерха на гнездовье, нужно ехать в тундры Якутии. Это и дорого, и сложно ходить по тундре, искать гнездящиеся пары стерхов. А здесь их можно увидеть сразу в большом количестве. В начале исследований международных, когда это началось, значит, у нас в конце 2008 года, считалось, что их несколько сотен. Ну, буквально 200, 300, 800. Потом выяснилось, что на зимовке в Китае, их там удобно посчитать всех вместе, они там собираются в основном в системе озер, в системе водно-болотных угодий озера Паян и на озере Дунтин, в бассейне реки Янзы. Здесь насчиталось, в начало, в 90-е годы насчиталось впервые около 1600 стерхов. Затем до 2012 года говорилось долгое время о 2-3 тысячах. И в 2012 году, значит, 4004 возникла цифра. И вот в последние годы, с 2020 года где-то, 2020-2021 год, стали говорить, что их 5,5. Но в 2024 году, сразу же после того, как, значит, наше правительство поддержало наши исследования инициации проекта «Полет Стерха»,
Стерхи как будто в благодарность за это, значит, обозначились на нашем пролете такой огромной цифрой, как 6728 особей. Это еще без учета тех птиц, которых мы слышали только по голосам, не видели, и без учета данных наших дорогих волонтеров. О них тоже следует отдельно сказать. Вообще, охотский перевоз мы знаем потому, что пришла Роза Хайруловна Зелепухина, которая живет в селе Охотский перевоз, и сказала: приезжайте к нам, у нас много стерхов пролетает. И мы приехали, и действительно сразу же насчитали 1199 стерхов. Это огромное было число. И с тех пор мы всегда базировались у Розы Хайруловны, в ее прекрасной семье. А сейчас у нас будет центр, обсерватория международная. То есть мы можем базироваться не только у Розы Хайруловны, мы все равно ее, наверное, в покое не оставим, но у нас будет своя собственная орнитологическая обсерватория. А что все-таки вот на прирост стерхов-то влияет? Вы сказали про исследования. Дело в том, что с тех пор, как узнали о том, как выглядит пролетный путь, как, значит, где наши стерхи гнездятся, какой у них ареал гнездования, какие у них пути пролета на территории Якутии, в целом на территории России, на территории Китая. Он ведь до озера Паян еще по Китаю тоже летит, значит, где у него транзитные значимые остановки, где он останавливается на такой долгий срок, как больше месяца, 1,5 месяца. Все эти территории были защищены особо охраняемыми природными территориями и в России, и в Китае. У нас в Якутии более 30 ООПТ, особо охраняемых природных территорий, так сказать, посвященных стерху. Вот. И то же самое в Китае. В Китае это имеет очень значимое, вот такую значимую роль, эти охраняемые территории, поскольку там ведь все освоено, это же не наши бескрайние, неосвоенные просторы, и все птицы сконцентрированы там. И, конечно, вот это очень подействовало хорошо на то, что популяция начала сохраняться хорошо, охраняться. Но и в последнее время, вот есть фраза такая, пословица: «Не было бы счастья, так несчастье помогло». У нас в 2017 году, в 2020 случились обширнейшие наводнения на озере Паян, где зимует практически более 90% нашей восточной популяции стерха. И в 2022 году там еще и засуха случилась. И естественный корм на зимовке стерха, это валиснерия, она пришла совершенно в критическое состояние. Ее практически исчезла в диком состоянии. Сейчас наши дорогие китайские коллеги всеми силами стараются восстановить валиснерию. Они искусственно разводят. Но когда впервые случилось так, что стерхи прилетели на Паян, на Паян, на Дунтин, в бассейн Янзы, и обнаружили, что валиснерии совсем нет, осталось только в нескольких там каких-то точках, и то благодаря нашим коллегам, опять же, китайским, которые ухаживали за этими местами, они полетели на сельскохозяйственные поля. И вначале фермеры, значит, они восприняли это не очень хорошо, и, естественно, птицы уничтожают их урожай, и поэтому тоже правительство Китая и деятели науки и охраны Китая, они, значит, добились того, чтобы было организовано не менее 15 кормовых точек. А что представляют собой эти кормовые точки для стерха именно? Это сельскохозяйственные поля. Это лотосовые поля, корневищами которых стерхи тоже, оказывается, хорошо питаются. Рисовые поля. А рядом с этими сельхозкультурами произрастают еще другие растения, которые, хотя и дикие, но стерхи, такие как лапчатка, и еще другие растения, а стерхи их тоже хорошо восприняли. И, в общем,
популяция у нас как-то вот именно совпала, что с этого периода, как птицы были допущены, так сказать, на сельхозполя, они как-то стали у нас очень активно, численность начала нарастать. Мы обсудили это с китайскими коллегами, и они сказали, что да, скорее всего, численность пошла так заметно именно из-за того, что вот была организована такая подкормка. А вместе с нашими стерхами там еще и гуси, и лебеди наши, которые, и утки, которые тоже там зимуют, они тоже там хорошо кушают. Вот. А вот каких цифр нужно добиться, чтобы стерхи все-таки перестали быть редким видом, и когда это будет возможно, чтобы быть исключенными из Красной книги, допустим? Сейчас стерхи у нас до сих пор в очень таком критическом состоянии. Если у нас относительно ситуация более или менее в настоящее время, несмотря на потепление климата и несмотря на то, что мы не знаем, что будет дальше, и все предсказания и прогнозы, они могут быть теми в той или иной степени сбыться, а может сценарий развиваться совершенно по-другому. А вот в Китае, на территории зимовки, у них там ограниченные места. То есть если рост пойдет, будет продолжаться вот эта вот концентрация птиц, она будет увеличиться. Это не очень хорошо. Это нехорошо не только в том плане, что кормовая база может быть оказаться все равно недостаточной, несмотря на поддержку китайских коллег, но также есть риск возникновения эпидемий. Здесь вот нельзя сказать, что должна образоваться определенная цифра, должна сформироваться устойчивая популяция. Мы должны быть спокойны за то, что нашим стерхам будет комфортно зимовать, и что у них будет комфортный перелет, у них будет нормальный достаток, значит, и в ареале гнездования. Возможно, их исторический ареал начнет восстанавливаться, как однажды сказал основатель Международного фонда охраны журавлей Джордж Арчибальд, который также говорил о том, что охотский перевоз нужно развивать и нужно там делать центр притяжения орнитологов. Со всего мира действительно люди к нам приезжали и, наверное, будут приезжать. Вот мы надеемся, что китайские, монгольские коллеги будут сейчас к нам приезжать в охотский перевоз. Для того, чтобы, не только для того, чтобы увидеть стерхов, а там и другие исследования будут проводиться, такие как станция кольцевания, изучение миграционных паттернов и распределения других видов птиц. И вот, что касается вашего вопроса, что будет, то, ну, при самом благоприятном прогнозе она займет свой старинный исторический ареал, и, возможно, изменится ситуация на зимовках, на пролете по всему историческому ареалу. И в идеале все будет хорошо, и популяция будет продолжать расти и занимать ранее потерянные места. Мы надеемся на ваши успехи, на все, чтобы задачи были выполнены. Спасибо, что Мария Всеволодовна сегодня к нам пришли. Спасибо вам большое. Я напомню, мы разговаривали о проекте «Полет стерха». С нами была Мария Владимирцева, орнитолог и кандидат биологических наук. Это была программа «Актуальное интервью». Всего доброго.